6 августа заместитель председателя правительства Анатолий Скрыбыкин по приезду из Мирнинского района, где бушуют лесные пожары и где он провел выездное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, встретился с представителями средств массовой информации. Речь шла, конечно же, в первую очередь о лесных пожарах. А вообще количество чрезвычайных ситуаций возросло аж в 2 раза по сравнению с 2012 годом. С начала года на территории республики зарегистрировано 12 чрезвычайных ситуаций. 12. Из них 9 чрезвычайных ситуаций природного характера, вызванные и обусловленные паводками, как весенними, так и впервые для республики за многие годы, дождевые паводки, которые нанесли не меньший ущерб экономике, населению, ущерб. И сегодня, и сейчас происходят эти явления. Буквально мне сейчас поступила оперативная информация и штормовое предупреждение от гидромета о том, что на реке Индигирке в районе Усть-Неры опять предполагается подъем воды выше критических отметок, которые приведут к подтоплению части территории дворовых, а также жилых домов. С начала пожароопасного сезона на территории республики зарегистрировано 365 природных пожаров. Общая площадь пройденными пожарами 592, 2000 гектар более. И на сегодняшний день в Якутии наблюдается очень сложная пожароопасная обстановка. Действует 15 лесных пожаров на общей площади более 220 тысяч гектар. В основном это западная группа районов. Из этих 15, 8 пожаров действуют на территории Мирнинского района. Такая критическая ситуация в западном регионе республики сложилась из-за малоснежной зимы. Сухостой вспыхивает мгновенно, к чему причиной были жаркая погода и сухие грозы. На помощь якутским пожарным спешат десанты из Москвы и Абакана. К этой ситуации готовились, там были сосредоточены все усилия департамента по лесным отношениям. Но тех сил, которые сегодня имеет в своем распоряжении департамент, конечно же, не хватает. Это большая проблема, вопросы финансирования и выделения субсидий из федерального бюджета на исполнение переданных полномочий в области лесного хозяйства. И в этой связи, конечно, бюджетом республики предпринимается и правительством республики предпринимаются серьезные усилия для финансирования тушения лесных пожаров, авиапатрулирования, приобретения материально-технических ресурсов для департамента по лесному хозяйству. Кроме того, очень серьезную помощь оказывает сегодня и Российская Федерация, Рослесхоз. Буквально сегодня в 18 часов по Москве из Федерального резерва будут направлены из Москвы 100 человек лесных пожарных, и из Абакана завтра мы доставим еще 100 человек в Мирный. Кроме того, Министерство по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации, я только что подъехал из селектора, который проводился министерством, выделяется самолет Б-200, дополнительно еще один для тушения лесных пожаров. Сухая погода не лучшим образом сказалась и на навигацию, и на заготовку кормов. Вы знаете, что первый тур навигации, который проходит по быстро мелеющим рекам, в том числе по реке Вилюй, в этом году мы практически не довезли 46% грузов. В основном это строительные материалы, топливно-энергетические материалы. Мы специально сделали так, что без очереди и в первую очередь провезли материалы топливно-энергетического комплекса. Это уголь для отопления котельных, это нефтепродукты. Они были завезены почти в полном объеме. Но строительные материалы мы не успели завезти. Очень интересное явление на реке Вилюй произошло в этом году. Практически отсутствовало весеннее половодье. Из-за этого
те попуски из водохранилища, значит, Вилюйского каскада гидроэлектростанции, они смогли вот обеспечить нам всего 12-дневную навигацию на реке Вилюй. Хотел бы сказать, что вот эта ситуация, она сказалась в Вилюйской группе районов и на заготовку сена. На пресс-конференции вниманием не обошли и паводки, случившиеся в центральной части Якутии. Смытый селевым потоком участок дороги Амга восстановят только к концу года. Проезд же по нему будет открыт на этой неделе. В таких непростых условиях проходят жизненно важные мероприятия, как завоз грузов, кормозаготовка и подготовка к предстоящей зиме. Потом, отвечая на вопросы журналистов, руководители ответственных ведомств и вице-премьер правительства Анатолий Скрыбыкин заверили, что пожары населенным пунктам не подступят. Такой угрозы нет. А вот финансирование из федерального бюджета борьбы со стихией, как всегда, тормозит. Парадокс. Там, где площадь региона меньше и транспортная инфраструктура развита, там и субвенций на гектар земли выдается больше. Теперь вопросам наших читателей, которые оставили отзыв на мою публикацию на сайте. По линии Министерства здравоохранения в торговые точки Мирнинского района будут направлены дополнительные партии защитных масок. А то, что власть где-то запаздывает, на этот вопрос мы получили такой ответ. Я вам хочу сказать о том, что, конечно же, наверное, где-то опаздываем не с принятием мер и реагированием на те ситуации, а, наверное, опаздываем в части освещения того, что мы принимаем меры. Меры-то мы принимаем. Вот здесь я могу сказать, наверное, и сознаться в том, что наши службы в этой части где-то не дорабатывают. Дело в том, что в круглосуточном режиме работает Главное управление МЧС по Республике Саха-Якутия. В круглосуточном режиме также работают рабочие группы, в которых принимают участие наши специалисты. Это Министерство транспорта и дорожного хозяйства, это, значит, управление водных ресурсов по Республике Саха-Якутия, это департамент по водным ресурсам, это департамент по лесным отношениям, это авиалесоохрана, это спасательная служба. Практически ежедневно на любой и ежесуточно на любой какой-то вот такой случай, значит, или на любую какую-то чрезвычайную ситуацию моментально происходит реакция. Никто там не ждет, а ощущение, конечно, складывается вот такое, потому что СМИ в это время не приглашают. Может быть, и не приходите. Тоже, может быть, у вас оперативности не хватает, я не знаю. Но вот в этой части надо сказать о том, что да, есть вот эта вот ситуация, о которой вы говорите. Где-то, давайте, может быть, наладим и среди вас дежурство. Значит, чтобы вы тоже в круглосуточном режиме находились вот в как раз эпицентре событий. Я, допустим, у меня никогда не отключается телефон, где бы я ни находился. Журналист Семен Родионов без внимания не оставил свежую новость, появившуюся в сети, об аресте портовых кранов судебными приставами. Эти краны никуда никто не увезет, это портальные краны, значит, так, их и передвинуть-то невозможно. Значит, поэтому будут находиться в речном порту, а мы разберемся с этой ситуацией, если вы говорите, что там такая ситуация. Я думаю, что этот момент можно отработать и отрегулировать. Понятно, там, видимо, какие-то взаимоотношения или что-то нерешенное есть, но постараемся вмешаться для того, чтобы не помешать ходу арктической навигации. Это будет обеспечено. Подытоживая встречу с журналистами, Анатолий Скрыбыкин привел своеобразную статистику. На территории Республики Саха-Якутия может разместиться 52 субъекта Российской Федерации. Если, предположим, в западной части страны горит Архангельская область, пожары лесные, то это Булонский район. Если город Крымск подвергается затоплению, то это город Нерюнгри. Если горит лес в Мирнинском районе, то это Калининградская область. А если подтапливает Уснеру, то это Татарстан. Вот география республики с 52 субъектами федерации. Поэтому, когда говорят о
явлениях, которые вот, очень часто на территории республики происходят, нужно сопоставлять это вот примерно, представляя, что может произойти. Вы смотрели репортаж Ларисы Бай.